Нагадаем, 2 лістапада падчас традыцыйнай сустрэчы з жыхарамі Брэста старшыня гарвыканкама Александр Рагачук паабяцаў актывістам кампаніі па барацьбе з акумулятарным заводам, што выйдзе на кіраўніцтва прадпрыемства і папросіць арганізаваць экскурсію для 10 чалавек, каб яны асабіста упэўніліся ў тым, што завод не працуе. У пазначаны час запрошаныя актывісты пад'ехалі да акумулятарнага, але ўнутр не пайшлі. Заявляют то, что без представителей Бекалюка или Писевича они отказываются участвовать в данном мероприятии. Чаму не пусцілі на завод Дмітрия Бекалюка і Дем'яна Лепясевича, прадстаўнікі групы кампании 1К Груп, у склад якой уваходзіць iPower, патлумачылі так. В настоящее время Кабанов, Петрухин, Бекалюк и Лепесевич являются соответчиками в судебном разбирательстве по защите деловой репутации iPower ввиду высказанных им несоответствующей действительности сведений. Они являются сторонами судебного разбирательства, и об объективности, независимости, беспристрастности их говорить не приходится. Таким чынам, экскурсія па прадпрыемстве адбылася без актывістаў праціўнікаў акумулятарнага. І калі вакол завода страсці не суціхаюць, на самім заводзе сёння ціха. Прадстаўнікі прадпрыемства правялі прысутных па ўсіх цэхах і вытворчых участках. Працоўных на заводзе не было, абсталяванне не працавала, апячатана. Я думаю, что мы получили исчерпывающий ответ. Понятно, что предприятие не работает, что предприятие не осуществляет свою производственную деятельность. Я просто делаю вывод, что кому-то такой ответ не нужен, и он не вписывается в определенный сценарий соответствующих действий. Вот почему в данный момент я благодарен, во-первых, за открытость со стороны iPower и официально констатирую свои субъективные ощущения, что предприятие не работает. Вопрос его запуска в дальнейшем, вопрос его повторных экспертиз и вообще в целом судьба этого завода на перспективу – это не тема сегодняшней встречи и уж тем более не моя компетенция. Статус акумулятарного завода на сегодняшний день не вызначены. Як нам стало вядома, зараз рыхтуецца документация на его консервацию. Сейчас статус предприятия, скажем так, не определен. И предприятие занято переводом его с этого неопределенного статуса в статус консервации. Людмила Салзна, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».